Добрый день, зрители! С вами Айгерм БСМБ. Начинаем наш подкаст. Сегодня у нас в гостях предприниматель, бизнес-вумен Зарина Гусман. Всем привет! Зарина, здравствуйте! Рада вас видеть. Спасибо большое за приглашение, очень приятно. Зарина, как начать свой бизнес с нуля? Очень просто. У вас должно быть желание. Вообще бизнес можно сейчас начать, особенно у нас в Казахстане, с любой темы, с любого, наверное, этажа, как я бы сказала. И главное — желание. Если вы можете работать 24/7, все 365 дней в году, то, наверное, ваш бизнес обречен на успех. Бизнес — это не только успешный успех, да? Конечно. Это и работа. Вот даже сейчас мы с вами на подкасте, а я думаю про свой бизнес. А если бы я работала на кого-то, возможно, бы я думала только о своем функционале. А когда ты предприниматель, ты думаешь о выдаче заработной платы своим сотрудникам, о притоке клиентов, о своих сотрудниках, о семьях, да, об их обязательствах. У них у всех есть кредиты, ипотеки и так далее, желания. А у вас сколько сотрудников? На сегодняшний день у меня 67 сотрудников. Немало. Дело в том, что у меня республиканская сеть студии аппаратной косметологии Бодипро. Мы расположены в 9 городах Казахстана. На самом деле в одном филиале могут работать до 10 до 15 человек. Где-то больше, плюс-минус, в больших городах больше, в маленьких городах меньше. Но все они получают очень хорошую, адекватную заработную плату. Вы ранее работали на госслужбе, да? А как вы пришли к бизнесу вообще? Хороший С вопрос. госслужбы на бизнес? Да, с госслужбы на бизнес. На самом деле я после университета, я закончила Евразийский национальный университет имени Льва Николаевича Гумилева. И во время учебы я была очень активным студентом. Я участвовала в различных конференциях, в различных проектах вуза. Приятно вспоминать эти времена. И хочу сказать спасибо моему альма-матер, потому что дал мне возможность такую, благодаря которому я захотела быть в государственной службе. Я вернулась в свой родной город Кустанай после окончания вуза и устроилась работать в акимат. В акимат районный. Почему? Потому что у меня не было ни опыта, ничего. Я сдала тесты. Через год я перебралась в областной акимат путем перевода. Тогда еще были переводы. Я грезила стать акимом области, министром. В общем, всем тем, кого я видела у себя в окружении. Но потом, когда мне начали ломать мои крылья, в каком плане, да, то есть ты же работаешь в системе, где-то свои проекты ты не можешь продвинуть, вот я бы хотела так, то есть это нужно согласовывать, и, возможно, это правильно. Тогда я ушла в Национальную палату предпринимателей, это Микен, как раз она создавалась в тот момент, 2014 год, и когда я ушла туда работать, я поняла, что, оказывается, в мире есть еще и бизнес. То есть, когда ты работаешь Люди работают на себя, да? Да, когда ты работаешь в государственной службе, ты, кроме госслужащих, никого вокруг себя не видишь. И ты думаешь, что ты правишь миром, ты решаешь все вопросы, в смысле, быть житейские, да, вопросы людей. Но на самом деле бизнес это все делает, и бизнес платит налоги, благодаря которым заработную плату государственные служащие получают. И бизнес может организовать мир не только свой лучше, но и своего окружения, своих близких, друзей и так далее, благодаря своему упорству. И тогда я поняла, что я буду работать в сфере бизнеса. Но тогда я 4 года проработала в Атамикене. Все эти 4 года я искала свой путь и, наконец, его нашла. А с какими трудностями сталкивались при старте своего бизнеса? Да, действительно, трудности были, они и есть. Мне кажется, без трудностей было бы неинтересно, если бы все так легко было на ладони, да. Трудность была для начинающих предпринимателей. В принципе, мы все, когда начинаем, мы все считаемся начинающими нулевыми предпринимателями. Просто не было того человека, у кого бы я спросила совет. Дело в том, что первый мой проект был кабинет по отбеливанию зубов косметологическому. Я завозила аппарат из Бельгии. И я не знала, как его завести через таможню, декларировать, не декларировать, вообще как он проедет, на какое ИП открывать или не открывать. То есть у меня даже не было ИП, хотя на тот момент я уже работала в Национальной палате предпринимателей. И спрашиваю у своих коллег совет, они говорят, мы не знаем, мы работаем только с крупным бизнесом, где там фурами затаскивают все, а вот тебе мы не знаем, как помочь.
Тогда я начала спрашивать совет у своих же одноклассников, которые боль-моль занимались каким-то бизнесом. И так созрела идея создать клуб молодых предпринимателей Just Weekend. А в чем ценность вашего бизнеса? Основная ценность и вообще любой успех любого бизнес-проекта будет тогда, когда ты несешь пользу конечному потребителю. Мгм. А какие советы бы дали начинающим бизнесменам, молодым людям, желающим начать свое дело? Первый совет начинающим предпринимателям: не брать никакие заемные деньги ни от кого, ни от инвестора, Мгм. ни от банков, ни от каких-то других организаций. Мгм. Попробуй начать бизнес своими собственными силами. Где-то продай, если у тебя есть машина, продай, если у тебя есть квартира, продай то, что у тебя есть вокруг, но не начинай деньги на заемные средства. Это первый мой совет. Почему? Когда ты начинаешь свой первый бизнес, у тебя горят глаза, у тебя горит все, ты хочешь это делать. Но у нас нет профессиональных инвесторов, и когда они начинают лезть в твое дело и говорить: а давай так, когда ты мне там отдашь сумму, а что у тебя так мало людей, ты начинаешь не думать о своем бизнесе, ты начинаешь думать, а как же вернуть ему эти деньги. У Мгм. тебя где-то проседает. Поэтому, когда ты начинаешь свое дело, ты должен быть полностью 100% вовлечен в это дело. Потом, когда ты уже понял, что это дело тебе действительно приносит деньги, приносит удовлетворение, потому что бизнес должен приносить удовлетворение, поэтому ты начинаешь заниматься бизнесом. Только тогда на расширение, да, ты можешь уже взять какие-то деньги, потому что сейчас очень много государственных программ по поддержке молодежи, ну и в принципе по поддержке бизнеса. Я лично участвовала в нескольких таких, которые дали мне какой-то навык, какой-то старт. Второй совет молодежи: никого не слушать, потому что в мире столько страхов. Наверняка, если сейчас я обращусь к тем, кто сейчас хочет заниматься бизнесом, если тебя останавливает мама, папа, брат, сестра, девушка, парень, и говорят: подожди, не начинай, сейчас не то время, я скажу: сейчас то время. Сейчас турбулентное время, именно в турбулентное время зарождаются очень хорошие проекты. Мгм. А у нас в стране созданы условия для молодежи, Да, желающим конечно. открыть свой бизнес? Да у нас все создано. Ребята, работы не хочу. Если у тебя нет стартового капитала для создания своего бизнеса, иди работать на кого-то. Мгм. Это мой первый совет по старту, да, Мгм. как начать. Иди работать на кого-то. Поработал, заработал, поднакопил, Мгм. можешь уже начинать вокруг той деятельности, где ты видишь боль. Я начала свою, к примеру, вот действующий мой бизнес, студия аппаратной косметологии, когда я родила ребенка, когда посмотрела на себя в зеркало, думаю, это не я, мне нужна фигура та, которая у меня была. И я начала просто гуглить, как похудеть быстро, не навредив моей лактации. И все это было сказано, я просто начала покупать аппараты, их у нас не было в Казахстане, в принципе, в ближайшем зарубежье тоже не было. Мне пришлось заказать. А сейчас я бизнес развиваю так, что я уже сама вместе со своими партнерами производим оборудование, то, что нам нужно по характеристикам, и продаем это в пределах нашей страны. Представляете? Очень круто. Кто бы мог подумать, там, 5 Что лет... мамочка в декрете, да, Да. будет заниматься своим делом. Да, Еще крупным. совершенно верно. Поэтому Это очень круто. у нас сейчас есть все условия. Первое: если у тебя нет стартового капитала, иди поработай на кого-то, заработай. Второе: если у тебя нет опыта в бизнесе, ты можешь с кем-то сколлабиться. Твой друг, одноклассник, какой-то партнер, у которого есть опыт в бизнесе. Но не нужно складываться вместе и вести бизнес с тем, у которого нет совсем опыта. У тебя нет опыта, у него нет опыта, и вы не знаете, как что делать. Тогда будет, наверное, ругань. Найди более сильного партнера, который силен в чем-то, да, в маркетинге, возможно, в менеджменте. И тогда потом Дополнять, да, будете да, друг вы друга. должны друг друга дополнять. Вы должны быть как ключик и замок. Третье: иди во все инстанции, которые у нас есть. Просто гугли, да. Я проходила обучение в Назарбаев университете по программе МСБ. Я получала опыт, то есть нас обучали навыкам бизнеса, люди из Канады, из Великобритании. Это все за счет государства было. Мгм. И вот это очень здорово.
Плюс проходила курсы, да, там в Atomic Business. Это тоже спонсируется, то есть финансируется за счет государственных средств. Как стать успешным предпринимателем? Ой, все хотят. И все хотят узнать Сразу, да, быстро? Все хотят узнать эту формулу успешного успеха. Ребят, нет, ни на кого не смотрите на свое окружение. То есть вот там Зарина смогла, вот я тоже смогу. Нет, неверный подход. Потом вы всегда будете не удовлетворены своим результатом. Смотрите на себя, в чем вы хороши. Вот На свои способности. да, мой сильный навык, навык переговоров. Я очень хорошо веду переговоры. Наверное, этот навык я заработала благодаря государственной службе, поэтому я тоже хочу сказать спасибо моему опыту. Навык делового стиля общения, переписок. Порой предпринимателю, да, то есть ты же предприниматель, ты же не работаешь только в одном вакууме своем, ты и взаимодействуешь где-то с государственными органами, с другими партнерами, квазигосударственным сектором, поэтому я в этом мой конек. И я на это давлю. Даже когда я принимаю на работу сотрудников, это тоже навык переговоров. Навык переговоров с клиентами, с проблемными клиентами, это тоже навык переговоров. Коммуникация. Коммуникация, конечно. Сейчас мир коммуникаций. Сейчас мир эмоционального интеллекта. То есть не IQ, да, а EQ. Проблема решается путем разговора. Конечно, переговоров, разговоров, эмпатии. Любой конфликт можно разрешить путем переговоров. Конфликты бывают разные, каждый день. Бывают на работе между сотрудниками, между клиентами, между партнерами, между поставщиками. И ты должен вырабатывать алгоритм разрешения вот этого всего. Поэтому, если вы хотите добиться успеха, развивайте свои сильные стороны, а не прокачивайте свои слабые. Вот у нас был очень много я форумов, конференций, тренингов посещаю постоянно, потому что... И сами проводите, да? И сама провожу, да. Потому что ощущаю нехватку где-то знаний, когда ты уже думаешь, а где это, а как это? Не хватает сил иногда читать литературу, легче куда-то пойти, чтобы тебе это рассказали. Ты же покупаешь, грубо говоря, опыт, да, человека, его пересказ ты покупаешь, не тратя своего времени. Поэтому там говорили, вот, прокачивайте свои слабые. Да нет, нам нужно прокачивать свои сильные стороны, делать их еще сильнее. И потом твои слабые стороны никто не заметит благодаря твоим суперсильным способностям, поверьте мне. Спасибо большое за интервью. Спасибо. Мне было очень приятно с вами. Спасибо большое. Удачи, успехов всем молодым начинающим предпринимателям. Ничего и никого не бойтесь, только вперед, горите своей идеей, но просчитывайте риски. Спасибо, до свидания. Пока-пока.